Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков. Эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. Утро 22 июня 1941 года в Москве было солнечным. Этот день превратил крыши многих московских домов в режимные объекты. Что уж говорить о знаменитом доме на улице Грановского. Отсюда старшему сыну Сталина Якову Джугашвили было всего 5 минут ходьбы до кремлевской квартиры отца. Я солдата на фельдмаршала не меняю. Эта фраза, якобы произнесенная Сталиным в ответ на предложение обменять плененного старшего сына Якова на фельдмаршала Паулюса, вот уже 6 десятилетий гуляет из книги в книгу, из фильма в фильм. Не эти ли слова стали поводом к многочисленным разговорам и статьям о нелюбимом сыне Иосифа Сталина Якове Джугашвили? В этом фильме мы не ставим перед собой цель выяснить, была ли эта фраза когда-то произнесена. Зато попробуем ответить на другой сенсационный вопрос. А был ли вообще сын Сталина в плену? Впрочем, обо всем по порядку. Со своим старшим сыном Иосиф Сталин не был знаком 13 лет. Последний раз перед долгой разлукой он видел его в год смерти матери Якова, Екатерины Сванидзе. Их сыну тогда не было еще и года. Поэтому и не мог запомнить маленький Яша отца, сгинувшего после похорон жены на целых 13 лет в тюрьмах и ссылках. Кстати, и на похороны жены Иосифа Джугашвили отпустили из бакинской тюрьмы. Сохранилось фото, где будущий Сталин скорбно стоит у гроба и плачет. Заботу о ребенке взяли на себя родственники Екатерины Сванидзе, сестра Александра и брат Алеша вместе со своей женой Марико. Обожал внука и дед Семен Сванидзе. Жили они в селении Бадзи под Кутаиси. Мальчик рос в любви и ласке, как часто бывает, когда ближайшие родственники стараются компенсировать отсутствие отца и матери. Своего первенца Иосиф Сталин вновь увидел в 1921 году, когда тому было уже 14 лет. К этому времени вместе со своими соратниками он уже взял власть в огромной, самой большой в мире стране и находился в начале головокружительного взлета. Через несколько лет Сталин станет вождем всех времен и народов, лучшим другом физкультурников, медиков, танкистов, трактористов и так далее и тому подобное. Но это будет потом. А тогда, в 21 году, в маленькой кремлевской квартире встретились 2 незнакомых человека. Решение привести сына далось Сталину, наверное, нелегко. Его молодой жене, Надежде Аллилуевой, было лишь 20 лет, и она всего на 6 лет была старше Якова. Он представлял в доме некоторое неудобство. Во-первых, нужно было, чтобы пройти к себе в комнату, в спальню, нужно было проходить мимо Яши. Артем Сергеев, после смерти отца, известного революционера Артема, воспитывался в семье вместе с детьми Сталина – Яковом, Василием и Светланой. Спал Яков в небольшой столовой, в зале, где собирались гости. В левом заднем углу этой комнаты стоял диван черного цвета с высокой спинкой. Он был завешен белой простыней. И вот это было место Яши.
Он жил на этом диване за простыней. Надо отдать должное Надежде. У нее только что родился свой первенец, Василий. Наверное, ей, учившейся в лучших гимназиях Петербурга, трудно было сразу принять провинциальные деревенские манеры Яши. Но по воспоминаниям родных, отношения с Яковом у нее сложились сразу ровные и спокойные. Так что, вопреки многочисленным слухам, в семье старшего сына Сталина приняли нормально. Была у Якова другая, достаточно серьезная проблема. Он почти не говорил по-русски, а надо было учиться в обычной московской школе. И язык он знал недостаточно, и главное, пробелы в образовании были, и он оказался переростком среди соучеников своих. Понятно, что учеба давалась Якову нелегко. Зато он побеждал во всевозможных шахматных турнирах и был одним из лучших школьных футболистов. И очень симпатичным молодым человеком. Девушки все очень влюблялись в него. А у него такой был добрый характер, что он как-то не мог отказать, вот, поухаживать, или там грубо отказать. У него этого не было. Кира Политковская, племянница жены Сталина Надежды Аллилуевой. К ней все девушки лезли. Даже не зная, что он там Яков, и Джугашвили особенно никто и не знал. К теме лезущих девушек очень болезненно относился по-своему любивший Якова Сталин. Первый конфликт на этой почве между отцом и сыном произошел через год после окончания школы. Отказавшийся, вопреки советам отца, от поступления в институт, Яков объявил, что решил жениться на красавице Зое Гуниной. Необходимо отметить, что Зоя, слушательница курсов английского языка из подмосковного города Дмитров, в тот момент исполнилось 16 лет. Как и положено в таких случаях, отец и все родственники стали стеной против этого брака. Александр Семенович Сванидзе, это значит брат родной жены первой Сталина. И он тоже говорит, какая женитьба, ты должен сначала институт кончить, а потом уже жениться. И они так расстроили Яшу, что он решил стреляться. Где взял пистолет 19-летний Яков Джугашвили, неизвестно. Спусковой крючок он нажал ночью на кухне кремлевской квартиры. Целился в сердце, но не попал. Пуля прошла мимо жизненно важных органов. На выстрел сбежались домочадцы. И на 3 месяца квартирой для Якова стала больница. Его навещали все. Только отец не приехал ни разу. Письмо Иосифа Сталина Надежде Аллилуевой. «Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего. Иосиф Сталин». Известна еще одна фраза, брошенная отцом сыну. «Хи, не попал». Так, по-сталински, презрением он хотел вылечить своего мягкого и доброго сына. Сталин был вне себя от ярости, но Яков оказался достойным сыном своего отца, таким же упрямцем. Выйдя из больницы, он все-таки женился на Зое и уехал жить на 4 года в Ленинград к родителям Надежды Аллилуевой. В 1929 году Зоя родила девочку Галю. Денег на жизнь катастрофически не хватало. Обиженный и рассерженный Сталин не помогал, а зарплата у устроившегося на работу электриком Якова позволяла лишь еле-еле сводить концы с концами. Свою первую внучку Сталин так и не увидел. Девочка умерла, не прожив и года. Совсем юные мама с папой такого удара не выдержали. Зоя стала обвинять мужа в том, что он не может устроить ее быт. Начались ссоры, и в конце концов брак распался. Надо отдать должное Сталину-старшему. В этот трудный момент он простил сына и настоял на переезде Якова в Москву. Все туда же, в Кремль, в свою квартиру. К
Кстати, навыками электромонтера Яков пользовался всю жизнь. Когда там что-то было с электрикой, Вспоминает Артем Сергеев. Это не вопрос. Что-то там с выключателем случилось, с вилкой, с проводкой. Он тут же включался и молчком только рассказывал. Вот это нужно так делать. В 1930 году Яков Джугашвили, не сказав ни слова отцу, поступает в Институт инженеров железнодорожного транспорта. Когда Сталин узнал об успешной сдаче сыном вступительных экзаменов, он позвонил ректору. «Это правда, что к вам поступил Яков Джугашвили?» Получив утвердительный ответ от ошалевшего ректора, Сталин задал следующий вопрос. «И вам никто не звонил?» «Нет, товарищ Сталин». Ректор на самом деле ни о чем не подозревал до этого звонка. «Ну, хорошо». И Сталин повесил трубку. В 1936 году Яков Джугашвили заканчивает МИИТ и получает назначение на московский завод ЗИС, более известный как ЗИЛ. Работает добросовестно. И к этому же времени относится его знакомство с Ольгой Голышевой, приехавшей в Москву учиться. В красавца Яшу продолжали влюбляться женщины. На этот раз выбор сына одобрил и отец. Он распорядился даже выделить молодым небольшую квартиру в центре Москвы. Однако брак с Ольгой так и остался не зарегистрированным. Когда она уже ждала ребенка, начались размолвки. Рожать Ольга уехала в Урюпинск к родителям. Яков туда не поехал. Но по его настоянию сыну все-таки присвоили фамилию Джугашвили. И опять Иосиф Сталин внука не увидел. В 1937 году по совету отца Яков поступает в артиллерийскую академию. Учитывая редкое по тем временам высшее образование, после окончания первого курса его сразу переводят на 4-й. Из аттестации слушателя 4-го курса командного факультета арт-академии лейтенанта Джугашвили Якова Иосифовича. Партии Ленина, Сталина и социалистической родине предан, общителен, учебная успеваемость хорошая, но в последнюю сессию имел неудовлетворительную оценку по иностранному языку. Старшина группы капитан Иванов. Обратим сразу внимание на эту неудовлетворительную оценку по иностранному языку, полученную в 1940 году. Через год, в 1941-м, немцы, составляя протокол допроса плененного Якова Джугашвили, напишут буквально следующее. Группа армий «Центр», отдел 1С, дробь АО, штаб, 19 июля 1941 года. Джугашвили владеет английским, немецким и французским языками и производит впечатление вполне интеллигентного человека. Вот такое получается несоответствие. К тому, что стоит за ним, мы еще вернемся. А в 1938 году, еще учась в академии, Яков заключает 3-й брак. Его новой избранницей становится одесситка, артистка балета Юлия Мельцер. Для нее это замужество было не первым. Активная светская Юля общалась и дружила со многими известными в те годы людьми. Она познакомила Якова с певцом Иваном Козловским, композитором Дмитрием Покрасом, ввела в семью своей подруги Щербаковой. Она Артем Сергеев обеспечила большой круг знакомых для Яши, именно людей, от которых он мог получить необходимые сведения, необходимые данные и многому поучиться. Все было бы хорошо, если бы не Сталин-старший. Он опять не воспринял выбор своего сына. Он был в гневе. Теперь, похоже, его не устраивала национальность невестки. В 1938 году родилась дочка Галя. Жили вот в этом знаменитом доме на улице Грановского, в квартире 84. Отсюда 23 июня 1941 года, на второй день войны, Яков Джугашвили отправился на фронт. С отцом он увидеться не успел, лишь позвонил ему по телефону и услышал благословение «Иди и воюй». Воевать ему долго не пришлось. Видимо, Иосиф Сталин чем-то сильно прогневил судьбу, если уже через 3 недели после начала войны именно его сын попал в плен. Ни Молотова, ни Кагановича, ни Берии, а именно Сталина. Попал в плен или сразу был убит. Впрочем, не будем забегать вперед. Яков Джугашвили не успел отправить с фронта ни одной весточки.
У дочери Галины Джугашвили хранится единственная почтовая карточка, направленная отцом жене Юлии из Вязьмы по пути на фронт. Она датирована 26 июня 1941 года. Письмо для нашего рассказа очень важно. Это еще и последний образец почерка сына Сталина. Из письма Якова Джугашвили Юлии Мельцер. «Дорогая Юля, береги Галку и себя. Скажи ей, что папе Яше хорошо. При первом удобном случае напишу более пространное письмо. Обо мне не беспокойся, я устроился прекрасно. Весь твой Яша». О том, как отец уходил на фронт, Галина Джугашвили спустя годы узнала от соседки по дому. Она слышала, долго слышала плач мамин после того, как отец ушел. Даже не плач, она говорит, мама голосила, вот как бабы в деревнях по покойниках голосят. Чувствовала, что ли, она, что он не вернется. О том, что произошло в середине июля под Витебском, написано много и эмоционально. Согласно общепринятой версии, 16 июля 1941 года немцам, уделявшим огромное внимание пропагандистскому прикрытию нападения на Советский Союз, в руки попал такой козырь, как сдавшийся в плен сын главного противника. Как говорится, если бы этой ситуации не было, ее бы стоило придумать. Ее и придумали. А вот что конкретно и до какой степени врали, давайте разбираться. Итак, 11 июля 1941 года немцы ворвались в Витебск. В результате сразу 3 наши армии оказались в окружении. В их числе 14-й гаубично-артиллерийский полк 14-й танковой дивизии, в которой командиром батареи служил старший лейтенант Джугашвили. Теперь уже не секрет, какая паника и неразбериха творились в окруженных частях в начале войны. Приведем лишь 2 цифры. 1 миллион убитых и 724 тысячи пленных бойцов и командиров Красной Армии за 3 недели войны. Всего за 3 недели. О Якове Джугашвили командование не забыло. Они понимали, что может быть с ними в случае гибели или пленения сына Сталина. Поэтому приказ командира дивизии полковника Васильева, начальнику особого отдела, взять Якова в свою машину, был жестким. Яков не был бы самим собой, если бы не отказался от этого предложения. Узнав об этом, комдив Васильев вновь приказывает, несмотря ни на какие возражения Якова, вывести его на станцию Лиозна. Как следует из донесения начальника артиллерии, приказ был выполнен. Однако в ночь с 16 на 17 июля, когда остатки дивизии вырвались из окружения, Якова Джугашвили среди них не оказалось. Куда же исчез сын Сталина? Здесь появляется первая странность. Если в момент выхода из окружения, несмотря на хаос, его так упорно пытались вывести, то почему после исчезновения не искали 4 суток? И лишь 20 июля начались интенсивные поиски, когда из Ставки была получена шифровка. Жуков приказал немедленно выяснить и донести в штаб фронта, где находится командир батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии старший лейтенант Джугашвили Яков Иосифович. Подпись Маландин. Приказ доложить о результатах поиска Якова Джугашвили исполнили лишь 24 июля, еще через 4 дня. Может быть, знали о том, что сын Сталина погиб? Во всяком случае, рассказ мотоциклистов, посланных на поиски Якова, выглядит как попытка окончательно запутать ситуацию. Итак, мотоциклисты во главе со старшим политруком Гороховым встречают у озера Каспля красноармейца Лапуридзе. Он рассказал, что выходил из окружения вместе с Яковом. 15 июля они переоделись в гражданскую одежду и закопали свои документы. Убедившись, что немцев поблизости нет, Яков решает передохнуть, а Лапуридзе идет дальше и встречает ту самую группу мотоциклистов. Старший политрук Горохов, как бы не понимая, кого он ищет, возвращается назад, решив, что Джугашвили уже вышел к своим. Ситуация становится более понятной из письма близкого товарища Якова Джугашвили Ивана Сапегина.
Письмо отправлено брату Якова Василию Сталину уже 4 августа 1941 года по горячим следам. Дорогой Василий Иосифович, я полковник, который был у вас на даче с Яковом Иосифовичем в день отъезда на фронт. Полк попал в окружение. Командир дивизии бросил их и уехал из боя на танке. Проезжая мимо Якова Иосифовича, он даже не поинтересовался его судьбой, а сам в танке прорвался из окружения вместе с начальником артиллерии дивизии. Иван Сапегин. До 13 августа 1941 года информации о том, что же случилось с сыном Сталина, не было никакой. Человек сгинул, пропал без вести, как и сотни тысяч его соотечественников. Кроме красноармейца Лапуридзе, особисты Западного фронта не нашли ни одного свидетеля, способного пролить свет на таинственное исчезновение Якова. Ни одного. А 13 августа в политотдел 6-й армии Южного фронта была доставлена немецкая листовка. На ней резолюция. Разбросанная в Никопольской области 13 августа 1941 года начальник политотдела, бригадный комиссар Герасименко. На листовке была помещена фотография, ниже текст. Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. Следуйте примеру сына Сталина. Переходите и вы. О том, что Яков в плену, немедленно доложили Сталину. Удар он получил очень сильный. Ко всем бедам начала войны добавилось еще и это – личное. А немцы продолжали свою пропагандистскую атаку. В августе появилась еще одна листовка, где воспроизводилась записка Якова отцу, доставленная Сталину дипломатическим путем. 19 июля 1941 года. Дорогой отец, я в плену, здоров. Скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германии. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем. Яша. Как будто профессиональный драматург писал историю плена сына Сталина. Отношение Сталина-старшего к сдавшимся в плен советским солдатам в тот момент уже было хорошо известно. Маниакально жесткое отношение. Сдался в плен, переходишь в разряд врагов. И вот через 3 недели после начала войны в разряд врагов переходит собственный сын. Да еще смеет писать отцу записки, вместо того, чтобы застрелиться, как попытался сделать в далеком 26-м году. Если бы не некоторые документы и свидетельства, рассекреченные уже после войны, может сложиться впечатление хорошо прописанной пьесы. Впрочем, к подлинности этих свидетельств мы еще вернемся. А пока давайте проследим историю плена Якова Джугашвили до конца. На советские войска и прифронтовые территории продолжали сбрасываться тонны листовок, на которых сын Сталина был изображен рядом со старшими офицерами вермахта и германских спецслужб. Под фотографиями призывы складывать оружие. Никто тогда не замечал, что на каких-то фотографиях свет падает с одной стороны, а тень в другую. Что китель у Якова застегнут на левую сторону, по-женски. Что в жарком июле Яков почему-то стоит в теплой шинели, что ни на одной из фотографий он не смотрит в камеру. К подлинности этих фотографий мы еще вернемся. 31 мая 1948 года в немецкой Саксонии при разборке архивов советская военная переводчица Прохорова обнаружила 2 листа бумаги. Это был протокол первого допроса Якова Джугашвили 18 июня 1941 года. Так как у военнопленного никаких документов обнаружено не было, а Джугашвили выдает себя за сына председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина Джугашвили, то ему было предложено подписать прилагаемое при этом заявление в 2 экземплярах. Джугашвили владеет английским, немецким и французским языками. Что это был за человек? Мы помним, что еще в 1940 году в аттестации Якова отмечалось неудовлетворительное знание одного иностранного языка – английского. Но вернемся к многократно описанному ходу событий.
Читая протоколы допросов, создается ощущение, что присутствуешь на теоретическом споре непримиримых врагов, профессиональных пропагандистов. Яков отказался от сотрудничества с немцами. Его отправляют в Берлин в распоряжение департамента Геббельса. Надзор за пленным осуществляет гестапо. После нескольких неудачных попыток заставить сына Сталина участвовать в пропагандистских акциях, его перемещают сначала в офицерский лагерь Любек, а затем в концлагерь Хоммельбург. Иосиф Сталин не переставал интересоваться судьбой сына. Поэтому советская внешняя разведка отслеживала все передвижения Якова или человека, выдававшего себя за Якова. Почему мы сегодня так имеем право ставить вопрос? Есть одна, что называется, информация к размышлению. За 2 года плена немецкие спецслужбы и пропагандисты почему-то не сняли ни одного кадра кинохроники. Пусть из-за угла, пусть с помощью скрытой камеры. Ничего. Как, впрочем, нет и ни одной записи голоса Якова Джугашвили. Странно, что немцы упустили такую возможность передать привет Сталину. Сохранилось несколько воспоминаний тех, кто жил с Яковом в одном бараке. И в Любеке, и в Хоммельбурге, и в последнем месте пребывания Джугашвили в особом лагере А в Заксенхаузене. Но никто из этих людей не знал и не видел Якова до войны. О том, что своей цели немецкие спецслужбы достигли, говорят и такие факты. Известно о нескольких группах, получивших задание от советского руководства освободить Якова из плена. Все эти попытки окончились неудачей. Зато немцы получили возможность отслеживать связи и контакты действующих у них в тылу подпольщиков. И, наконец, поведение Сталина говорит о том, что он нервничал, сильно нервничал. В ярости он наносит удар по своей невестке, Яшиной жене. В этом был весь Сталин. Юлию Мельцер арестовали. Обвинили ее в том, что Яков Джугашвили попал в плен. Следствие, а значит Сталин, считало, что Юля передавала немцам информацию о Якове. 1,5 года светская красавица Юля провела в тюрьме в городе Куйбышеве. Вспоминает Кира Политковская, племянница жены Сталина Надежды Аллилуевой. До войны она неоднократно встречалась с Юлией Мельцер. И она уже пришла седая, но вся она очень красивая женщина была. На свободу Юля вышла уже тогда, когда пришло сообщение о гибели Якова Джугашвили в плену. Обстоятельства этой трагедии стали известны после войны из обнаруженного письма рейхсфюрера СС Гиммлера Риббентропу, а затем из опубликованных показаний охранника особого лагеря А в Заксенхаузене Конрада Харфиха. Обратим внимание, что все это, опять же, немецкие источники. Из показаний Харфиха следует, что около 20 часов 14 апреля 1943 года он получил задание запереть дверь в проволочном заборе, отделяющем бараки с военнопленными. Вдруг Джугашвили стремительно бросился мимо Харфика к проволоке, через которую проходил ток высокого напряжения, с криком «Часовой, стреляй!». Харфик какое-то время пытался образумить Якова, но когда тот все-таки ухватился за проволоку, выстрелил ему в голову с расстояния 6-7 метров. Джугашвили разжал руки и откинулся назад, оставшись висеть на проволоке. И опять мы позволим себе задать несколько вопросов. Представьте себе контакт человека с проволокой, по которой проходит напряжение 500 вольт. Смерть от паралича должна наступить мгновенно. Зачем нужно было еще стрелять? Причем не в ноги, не в спину, а сразу в затылок. Не означает ли это, что Якова или человека, выдававшего себя за Якова, вначале застрелили, а потом уже бросили на проволоку? Почему неожиданная смерть Якова совпала с моментом, когда по линии Красного Креста активизировались переговоры об обмене фельдмаршала Паулюса на Якова Джугашвили? Случайно ли это совпадение? И, наконец, почему фотография,
висящего на проволоке Якова, представленное в уголовном деле имперского управления криминальной полиции фашистской Германии, такая нечеткая. Вот мы и подошли к кульминации. Не в наших традициях рассказывать о технологии подготовки фильмов сериала «Кремль-9», а месяцев кропотливой работы со свидетелями и документами. Сегодня мы делаем исключение. Весной 2002 года, после официального обращения Федеральной службы охраны Российской Федерации, были проведены несколько экспертиз фотографий, листовок и записок Якова Джугашвили. Они уже много лет фигурируют в истории пленения и гибели сына Сталина. Когда стали известны результаты, мы поняли, все наши подозрения о том, что мы имеем дело с одной из самых успешных операций Абвера немецкой армейской разведки против советских спецслужб и лично Сталина, получили подтверждение. Итак, прежде всего необходимо было установить авторство записки, якобы написанной Яковом Джугашвили в плену 19 июля 1941 года и адресованной Сталину. Эксперты Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации располагали подлинными текстами, написанными рукой старшего сына Сталина незадолго до начала и в первые дни войны. При сравнительном анализе, в частности, выяснилось: наклон при написании буквы «З» в спорном тексте отсутствует. Яков же всегда писал эту букву с наклоном влево. Буква «Д» в записке, присланной из плена, имеет в верхней части завиток в виде петли, абсолютно не характерный для почерка сына Сталина. Верхнюю часть буквы «В» Яков всегда как бы сплющивал. В записке, адресованной Сталину, она прописана классически правильно. Эксперты выявили еще 11 несоответствий. Судебно-медицинский эксперт Сергей Зосимов. Имея достаточное количество рукописного материала, исполненного Джугашвили, скомбинировать такую записку из отдельных буквенных и цифровых знаков не представляет труда. Справка консультации номер 74/02 из заключения экспертов. Письмо от имени Якова Иосифовича Джугашвили от 19 июля 1941 года, начинающееся словами «Дорогой отец», исполнено не Джугашвили Яковом Иосифовичем, а иным лицом. Специалисты Виктор Калкутин, Сергей Зосимов. Итак, Яков Джугашвили не писал из плена отцу, не призывал складывать оружие. За него это делал другой или другие. Кто? И кто изображен на фотоснимках, сделанных немцами в период с июля 1941 по апрель 1943 года, во время возможного пребывания в плену старшего лейтенанта Якова Джугашвили. На фотографиях, полученных из немецких архивов, после скрупулезных исследований методом сопоставления и сканирования, были отчетливо зафиксированы следы фотомонтажа и ретуширования. Судебно-медицинский эксперт Сергей Абрамов. Вырезалось изображение лица, переносилось на снимок, вместо головы другого человека переносилась эта голова. Вот только забыли изменить форму всклокоченных волос, да и длина теней от двух фигур, изображенных на снимке, не соответствует расположению источника света. Они подрисованы. Промашку допустили немецкие пропагандисты и, монтируя фотографию, где Джугашвили якобы запечатлен на допросе. Если изображение двух немецких офицеров не вызывает никаких сомнений, они настоящие, то фотооблик мужчины, выдаваемого за пленного Якова, далеко не безупречен. Видны следы ретуши. И одет человек очень странно. Китель на нем застегнут на левую сторону, по-женски. Оказывается, при изготовлении этого снимка было использовано зеркальное изображение с другого снимка Якова Джугашвили. А вот перевернуть обратно немецкие спецы забыли. Справка консультация номер 194/02 из заключения экспертов.
Снимки, изготовленные путем фотомонтажа, изображение головы исследуемого лица перенесено из других снимков и ретушировано. Судебно-медицинский эксперт Сергей Абрамов. Итак, фотомонтаж. Главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны Российской Федерации Виктор Калкутин. Ни в одном случае ни авторство Якова Джугашвили, в другом случае ни одного достоверного фотоизображения на представленных снимках при криминалистическом исследовании не выявлено. Оговоримся сразу, мы пока ничего не утверждаем. Лишь посчитали себя вправе поставить вопросы. Пока со стопроцентной уверенностью можно утверждать лишь одно. Ушедший 23 июня 1941 года на фронт старший сын Сталина Яков Джугашвили домой не вернулся. Хотя жена Юлия продолжала его ждать. Моя мать мне писала, когда на фронт, в 2 письмах упоминалось о Якове и о том, что его ждут в Москве. Артем Сергеев весной 1945 года в составе 31-й армии принимал участие в боях под Кёнигсбергом. Иосиф Сталин перед своей невесткой Юлией Мельцер за ее надломленную жизнь так и не извинился. Однако свою внучку, дочь Яши и Юли, очень любил. Может, поэтому в какой-то момент он позволил воссоединиться разлученным дочери и матери. Она мне казалась чужой, я боялась к ней идти, и это привыкание длилось довольно долго. Мы со Светланой ездили туда, где жила тогда мама, сидели там какое-то время, потом обратно возвращались в Кремль там или на дачу, потом снова ехали, и вот так потихоньку, полегоньку, в общем, как-то приучили меня к ней. Полубога при жизни, всесильного Сталина, судьба в конце концов наказала через детей. На глазах спивался Василий. Он предчувствовал свою жуткую судьбу после смерти отца. Никак не могла устроить личную жизнь младшая и любимая Светлана, Ситанка, как любил ее называть отец. Трудно представить, как пережил бы Сталин известие о том, что Ситанка уедет из страны, его страны. Сгинул на войне старший сын Яков, невольно оказавшись в центре самой громкой провокации против отца. А может быть, вот так, через детей, Сталину мстила покончившая жизнь самоубийством Надежда Аллилуева, нанесшая своим поступком главный удар, от которого он так и не оправился до конца жизни. Кто знает.